Всем большой привет из Комы. Снова я на берегу реки. Второй день рыбалки. Также приехал на долготе. Немножко набивает сегодня. -3, но снег такой уже сыроватый. Погода у нас меняется. Сегодня намного теплее. Ну и ветер сегодня с утра. Вот. Весь путь пока ехал, думал, где пробовать рыбачить. Туда идти на вчерашнее место или еще выше подняться. Или же прямо здесь попробовать. В принципе, тоже можно попробовать. С камерой посижу, если рыбу я найду, я здесь и буду рыбачить. Часа 3. Здесь можно пробовать и отсюда, от берега метров 150-200 повыше. Там можно попробовать. Но там чуть-чуть ржавая вода, но были года, когда я там хорошие ельцы тоже ловил. Там тоже рыба держится. Но мелководье сейчас там. Вот. А здесь течение. Здесь течение. Летом здесь стоит трава и яма такая вот хорошая. Ну и к весне более-менее здесь тоже рыбу хорошо ловят. Ну все, сейчас попробую. Как рыбу найду, я включусь, ребята. Приятного вам просмотра. Ничего такого я не взял. Тоже палатка, ледобур, ящик, как всегда. Сейчас по своей дороге просто шуровал, ехал спокойно так. Но на склизах, ребят, да, действительно. Вот склизы поставил. Сейчас. И сейчас сидеть намного жестче. Намного жестче. А когда вот подвеска у катки, там стоят два катка, то сидишь, и она на катках плавает. Хорошая как бы амортизация. А на склизах жестко сидеть. Вот. Или как-то надо вот здесь рессору поставить, как на тафалар, или же какую-нибудь амортизатор. Но это надо подумать. Математический расчет нужен, как сделать. Вот. А так в целом хорошо, нормально. Можно потерпеть этот жесткость. Сейчас уже скоро снег уплотнится и обратно поставлю катки. Там опять буду плавать, ездить. Вот так. Погода пасмурная, обещают дожди. Так что сегодня порыбачим, а дальше уже придется переждать погоду. Погода ухудшается у нас в теплую сторону. Ребята, иду дальше. Ну, не видно здесь, конечно, на экшн-камеру вот так. Там 2 человека идут по реке, пробивают дорогу, пешком идут. И кто вот тут рыбачит вот здесь, это Сергей и Лида, наверное, они сюда идут. Они уже открывают весеннюю рыбалку. Каждый день будут приходить. Но я человек-одиночка, не люблю толпу и быстренько пойду подальше. Пускай рыбачат. Вот. По своей тропе здесь, наверное, сегодня чуть выше поднимусь. Потому что тут, в принципе, рыба клюет на... Или здесь попробовать. Вот тоже думаю. Да. Они первый раз идут на рыбалку пешком. Не знаю. Схожу, раз начал, уже туда поднимусь. Так, ребят, первый. Опачки. Плотва. Ну вот, пока разматывая удочку, уже обрубился. Плотва попалась. Вот так вот. Уже рыба меня сегодня тут ждала, оказывается. А я хотел повыше, думаю, поднимусь. Ну все, нормально. Начало есть. Рыба голодная. Ждет прикормки. Когда Олег придет там. Вот так. Сейчас поставлю вторую удочку и уже там будем рыбачить. Крючок, наверное, еще так немножко туповат.
Там и срыва он опять уже есть. Тоже не мелкий. О, видели? Тоже плотва. Тоже хороший. Вот плотвичка, ребят. Снова поклевочка. Вот уже елец подтянулся. Это хорошо. Хороший размер. Вторую удочку до сих пор еще не поставил. Не успеваю. Опа. Промахнулся. Вот. Тихонечко так. Опа. Ага, есть, ребят. О. Видите? Это совсем хороший. Это вообще уже кто такой клевый, идеальный, вон он. Есть. Ух ты. Так туго шло. Вон он идет. Плотва какая. Это уже не из мелких. Хорошая плотва. Есть. На желтую. О. Снова елец. Вот так. Отлично. На игру сперва подошел, потом так попался. Ну, еще. Опачки. Вон он. Да, сегодня хорошие рыбы попадают. Не из мелких. Снова сюда. Третий подряд. О. Как начал долбить. Все на желтую пошли. Ага, есть. Крупный тоже. Ух ты. Смотри. Это уже... Это самый крупный сегодня. Вообще здоровый. Елец. На игру взял. Это нормально. Блин. Хитер. Так тихонечко тянет. Так обычно крупные рыбы берут. Есть. Уже нормальный. Опачки. Ага, елец. Хороший такой. Бойкий. Тут, блин. Что-то потянуло. Перехитрил меня. На игру особо не берет. Лучше так держать удочку. Так держать. И изредка вот так. Дернуть и все. Но на игру они что-то осторожничают. Или надо подобрать такую мормышку. Есть. Тянет потихоньку, тянет. Опа. Плотва. Сегодня ассорти попадает. Все в кучу. Плотва там. Елец. Запуталась. Молодец. Ай, там уже еще 100 раз, наверное, запуталась там. Там такой узел. Двойной морской, наверное, какой-то получилось уже. Не развязать там. Есть. Что-то крупно идет тоже. Ох. Селедка. Пресная селедка. В пресной воде. А
Вот она, ребят. Видите? Это уже ельчик, крупняк. Ну, зимой такой размер, это, ребят, хороший размер. Потому что зимой, как всегда, как ни крути, ловится мелкая рыба. К весне она становится все крупнее, крупнее. Вот этот елец уже размер хороший. Но есть еще размеры 1,5 раза больше этого ельца. И у них вот эти плавники уже красноватые такие вот, алого цвета, красного цвета. И они намного крупнее, спина 2 раза шире. Но этот размер тоже неплохой. Можно даже и сфотографироваться. Не стыдно показать. Вот. Это настоящий елец. Хорошая рыба, вкусная рыба. И я с удовольствием хожу на рыбалку именно на ельца. Он там тоже долбит. Пускай. Вот. И знаете, вот честно, я уже сотню раз говорил, что я лучше вот этих яйцо порыбачу, там половлю, чем вот это хариус, когда ты целый день непрерывно буришь, ищешь. И попадет за день, может, 5 рыб. И я в этом удовольствия не получаю. А здесь по-своему я получаю удовольствие. Я сижу спокойно, не напрягаясь. Рыба ловится. Также она вкусная, хорошая. Размер допустимый для рыбалки. А хариус у нас так себе. Не очень крупная и, ну, как сказать, тоже рискованно сейчас зимой ходить на рыбалку. Как ни крути, тоже. Если попадешь с размерами, которые нельзя ловить, штрафы очень великие, большие. Вот. И столько траты энергии, времени, денег на этот хариус. Вот, я уже наловил на жаркое. Вот смотрите, честно, сейчас покажу. Вот, пожалуйста, штук 10-15 уже рыбы есть. Также пожарю, съем. Вот вам и рыбалка. Елец намного вкуснее и больше мяса, чем у плотва. Плотва так себе, она на вкус уже не очень мне так нравится. И там она не такая мясистая, я имею в виду плотву. У нас язей зимой практически, ну, вообще не ловится, да и летом изредка попадает. Так что пока из рыбалки у нас самая основная рыба зимняя — это плотва, елец, ну и щука еще. Налима тоже сейчас не стало вообще, совсем уже не стало. Там, если изредка там попадет в сети или еще какие-то вот поставушки какие-то, но чтобы как раньше на эти поставушки постоянно ловили и попадались и крупные, и мелкие, сейчас такого нет. Да и хватит этого, я лично доволен и этим. Поймаем и щуку еще, осенью и хариуса наловим. Что еще впереди? Что вот душе угодно, вот мне хочется хариус, я пойду на хариуса, там 2 рыбы поймаю. Пускай трудовая рыбалка это, но если захочется мне. Сейчас вот в данный момент я доволен и этой рыбалкой. И будет в скором времени уже рыбалка на щуку. Так что смотрите дальше. Смотрю в камеру и вижу, что рыба куда-то отошла. А вон появился, вон, одного вижу. Вон второй еще. Да-да-да, вон. Угу. Думал, они с концами куда-то ушли. Да нет, вижу. Вон еще второй, третий, 3 рядом, 3 штуки. Там 4-й еще, вон вижу. Глаза, сперва глаза появляются, глаза блестят. Вот. Там само тело видно. Это
как будто ерш. Похоже на ерша. Елец даже. Не, кормится, рыба есть. Да, достаточно. Что-то просто он не хочет брать мормышку. Вон он плавает. Есть. Ох, застрял, ребят. Ай-яй-яй. Вот так. Облет, блин. Уперся. Ну вот. Попал. Не такой крупный. Такой вот. Чешую, наверное, меняют они. Что-то у всех рыб такая вот. Местами чешуя пустая. Есть. Ок. Сорвался, ребята. Хороший был, между прочим. Не мелкий. Как всегда, крупняк уходит. Ну что, ребят, наверное, буду заканчивать рыбалку. Рыба есть, рыба стоит. Местами поклевки идут. Но вот подходит, тыкает. И то срывы, то вообще не берет. Ну, за кадром несколько штук еще поймал. И много было поклевок, которых я не заснял ничего-то. Давайте посчитаем, сколько на сегодня удалось поймать рыбу. Давайте загадайте, сколько рыбы сегодня я поймал. Давайте от 1 до 30. Я тоже загадаю. Примерно, наверное, давайте 21 пускай будет. 21. Вот, от 1 до 30. Вот в уме загадайте, потом я буду сейчас считать. Интересно, в прошлый раз 8 рыб, а сегодня уже как бы больше у меня получилось. И надо вам задать задание. От 1 до 30. Я загадал 21. Давайте посчитаем. Так, ну сегодня рыба хорошая попадалась. Это на жерлицы вот такие пойдут. А в основном крупные, более-менее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 я уже не угадал. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 штук, ребят. 17 штук. Ну вот такая рыбалка. Но все равно результат неплохой. Хорошие вот такие вот ельцы попали, плотва. Я эту рыбу сегодня буду жарить. Вот такие, конечно, идут в основном на жерлицы. А такие уже, как бы, чем крупнее насадка, то и щука крупнее попадает, но все равно хочется свежей рыбы пожарить, там, попробовать поесть. Давно с осени уже свежей рыбы не было. Вот, ну, такая рыбалка, 17 штук, ребята. Вот. Ладно, надоело. Я просто долго, у меня терпения нету. Вот первоначально хорошо рыбалка шла. Непрерывные поклевки и рыба попадалась. Потом, наверное, прикормил, они наелись и просто так вот потихоньку прикормку кушают и изредка так и на опарыш попадает. Так что пока клюет, наверное, минимум надо их подкармливать. Я не знаю, что у них в голове, когда как. Я не ожидал, что сегодня столько поймаю. Вот. Можно, конечно, целый день сидеть, но у меня терпения нету. Спина устает очень сильно. Вот. Так что в другой раз снова порыбачим. В следующий раз, может, сюда еще приду. В эти дни, так, завтра точно на рыбалку у меня не будет. Завтра надо съездить в Сыктывкар. Так, потом, ну, может, 14-го можно порыбачить. 15-го тоже в поездку по Мозино надо съездить. Так что, как получится вообще, ребят. Все, собираюсь домой. Все, ребят, я собрался, погнал. Сегодня удачная рыбалка. О, бля, смотри, как проваливаешься тут.
тоже идти не так комфортно. Вот. Вчера тут тоже тонул. Сегодня наледи капец. Вот. Прям 15 сантиметров, не меньше воды. Такой слой с льда. И потом под ним вот вода. До основного льда там такая перегородка воды. Вот солнце выглядывает. И сейчас вот чуть-чуть начало попадать солнце. В палатке там стало вообще. Ох, тепло, хорошо. Хоть целый день сиди. Надо палатку побольше. И просто вот какую-то лежанку. Когда спина устает, ты просто лежишь. Вот. Сидеть и лежать там. Перемешку. Да и хватит. Что там? Лучше на пару часов приехать, посидеть и все. В следующий раз тоже так. Если попадет, все будет великолепно. Я уже здесь натоптал тропинку. Да и скоро сейчас люди начнут ходить. После моих фильмов это 100%. Люди пойдут. Вот. Видя, что рыба клюет, я выкладываю телеграм, там небольшие кружки там. И по моим следам побегут. Еще самое главное, то что в твою лунку еще сядут. Не рядом где-то, а в твою лунку прям вот. Есть такие рыбаки. Ух. Ладно, иду. Небольшой перекур до полза. Тепло стало на улице. Сейчас, наверное, начнет уже таять. Ночные морозы еще как бы держатся, но воздух меняется уже. Вот. Ну вот тут уже рыбачат, как и говорил, там видел, на повороте шли 2 человека. Там муж с женой. Вот. Ну не все, до открытия воды здесь будут каждый день рыбачить. На одном и том же месте. Ни шагу влево-право, только на одной точке уже. Лет 5, наверное, так рыбачат. Я так, меняю место. То в одном месте, то на другом. Если, скажем, я на рыбалку туда пойду, и там будет кто-то сидеть, я дальше пойду. Вот. Сейчас уже обратно поеду. Все, ребят, давайте до новых рыбалок. До новых встреч. Спасибо вам за просмотр и за вашу подписку. Пока. Отъеду. Ох ты, завалился на бок, блин. Хорошо ехал. Что-то я... Но до сих пор еще не держит. Такой же рыхлый. Ой-ой-ой. Нарочно испытать. Заехал. Очень тяжело подниматься. Но скоро уплотнится. Сейчас скоро уплотнится, ребят. Не, обратно выеду.
поплыли дальше. Вот это да. О, сколько тут снега. Да, ребята. Не, бесполезно. Утонул полностью. Капец. Невозможно ходить. Пустой даже тонет. Вообще. Снег меняется в худшую сторону пока. Дай, думаю, проверю целину. Вообще целина не держит пока. Пока ужасный снег. Ничего, подождем. Целую зиму ждали и сейчас подождем.